Учителя, посвятившие свою жизнь детям, журналисты, освещающие жизнь народа, творческие личности, вносящие свой вклад в культуру, представители киноиндустрии, врачи, которые боролись за жизнь населения во время пандемии, и люди, служившие народу в Баткенском конфликте, посетили жемчужины Кыргызстана. О многих этих людях, которые сегодня попали в легендарные «Я писал» на протяжении этого времени. Сегодня я уже сам, наверное, стал какой-то легендой. Я очень благодарна. Со вчерашнего дня переполняет меня восхищение, что у нас есть такая природа, что есть такие люди, что есть такие события, о которых нужно всегда говорить. Проработала в школе 51 год без единого больничного листа. И вот этот проект дает возможность мне почувствовать значимость всех тех событий, которые произошли в моей жизни. В рамках трехдневного отдыха гостям была представлена этническая программа «Салбурун», а также кыргызские национальные игры, такие как стрельба из лука и верховая езда. Кроме того, отдых сопровождался экскурсией по достопримечательностям региона, посещением современной юрты, музея гостиницы, где собраны уникальные экспонаты прошлых эпох. Я очень рада, что мы имеем возможность консолидировать, обращать внимание и учить юное поколение, которое должно дорожить и прежде всего обладать искусством преемственности. Преемственность, внимание, забота, ласка, уважение – вот основа взаимоотношений, которые сегодня являются самым важным приоритетом этого проекта. Я благодарю за то, что окружающие так быстро реагируют и так быстро подключаются и оказывают внимание тем, кто заслужил. Ведь легендарные часто преданы забвению, а этого нельзя допускать. С лучшими специалистами своей профессии встретилась и молодежь Тонского района. Встреча сопровождалась интересной беседой, обменом мнениями, а затем была организована акция «Чистое озеро», инициированная видными деятелями культуры. Сегодня к нам пришли легендарные личности Кыргызстана. Знакомство с ними мотивировало нас двигаться только вперед. В ходе мастер-класса мы узнали о таких великих личностях много нового, и они поведали нам о своих творческих навыках и дали нам лучшие наставления. По словам организаторов, проект будет продолжен в целях популяризации людей, которые служат своему народу. Аяна Байзакова, Мана Исраилова, Нуркамиль Асанов, Алато 24.